Ну вот прошел такой потрясающий вечер, очень теплый, очень добрый, очень необыкновенный, благодаря тем людям, которые его организовали. Да. Я им всем очень благодарна. Я себя настраивала и хотела быть исключительно в положительном настроении, вот, но все равно я поняла, что я, конечно, еще не готова. Чувства очень сильные. Я расчувствовалась, поплакала. Что хочу сказать о Ренате? Он был необыкновенный. Он был необыкновенный. У него была необыкновенная душа, он был необыкновенно искренний, добрый, щедрый. Я благодарна Всевышнему за нашу встречу с ним, за его любовь искреннюю. Вот я, конечно, не теряю надежды с ним встретиться в раю, иншаллах. А сейчас делаю все от себя зависящее, все, о чем он мечтал. Занимаюсь с детьми. Хочу вырастить из них достойных людей, не только нашего народа, но и нашей страны. Вот. Он не был богатым человеком и не расталкивал локтями соперников по сцене, не кичился своими регалиями. Он был одарен щедрой душой и редким талантом любить и помогать людям. Что восхищало в нем всегда, это необыкновенная доброта даже к маленьким людям. Тогда в таком возрасте я никогда не видел ни разу, что Ренат на кого-то поднял руку, кого-то оскорбил. И уже тогда, будучи школьником, он отличался тем, что прекрасно пел. Ренат отличался необыкновенной добротой к людям. Такой человек, который всю жизнь отдавал людям, отдавал своей семье, отдавал, тем более, когда были живы родители, мама. Очень редкий дар Всевышнего, когда Бог наделяет, Аллах, в частности, наделяет таким качеством, Он искренне радовался успехам других людей. Пройдет много лет, но он занял достойное место, является представителем той эстрады, советской нашей песни. Это была песня «Литературная основа», была мелодика. Это были доступные песни, но не примитивные. Сегодня и, наверное, на все времена Ренат Ибрагимов – это один из лучших исполнителей нашей советской песни, зарубежной эстрады. Это человек, который навсегда вот со своим голосом, прекрасным тембром, бархатным баритоном, которого итальянцы назвали русским Паваротти, навсегда останется вот со мной, по крайней мере, и, видимо, со всеми с нами, кто сидит в этом зале.
абсолютно все. От эстрадных песен до сложных оперных партий. Он запомнился нам как выдающийся певец, художник, поэт, продюсер и общественный деятель. Он жил сердцем и без остатка дарил себя окружающим. И был одарен талантом любить, а еще редким талантом помогать людям. Уважаемые гости, добро пожаловать на вечер памяти, посвященный 75-летию Рената Ибрагимова. Наш вечер открыла татарская народная мелодия «Ой был-была». Исполнил ее на флейте мультиинструменталист, композитор и аранжировщик Талгат Хасен. Бүгін біз шын мағынасында бүйік артист, искиткіш кіші, әтти, ир һәм шын дусны иске алырга жыйылдык. Ринат Исламұлы үзенең кылган гамәлләрендә, җырлаган җырларында, музыкасында, үзенең балаларында һәм якыннарының хәтерендә яшәвен дәвам итә. Ул талантлы артист кына түгел, искиткеч сыйфатлар бәйләменә ия булган тирән рухлы кеше. Дорогие друзья, и самые хөрмәтле дуслар, здравствуйте, товарищи дорогие. Нет слов. Завтра все население России будет отмечать день рождения великого певца, нашей национальной гордости Рената Исламовича Ибрагимова. Это великий был певец. Он не только певец. Сказать, что он певец только, это ничего не сказать о нем. Это композитор, это артист, это человек, который ставил фильмы. Он создавал целый комплект концертов на благо нашей татарской нации, на благо нашей российского народа. И я должен сказать, что мне часто встречался я с Ринатом Исламовичем. Это был очень интересный человек. И то, что он оставил глубокий след в татарской культуре, в исполнении эстрадных песен, это не вызывает никакого сомнения. Ни у кого. Это советский певец был. Наверное, правильно будет так сказать, потому что любили все народы Советского Союза его. Как только он вышел на эстраду. И мы сегодня, отмечая Рената Исламовича, говорим о том, что пусть там он спокойно, если он смотрит сверху на нас, пусть спокойно находится. Память о нем будет жить вечно в наших сердцах. Это, наверное, главное. И думается, что сегодняшний вечер, который открывает национальная культурная автономия татар города Москвы, это начало той огромной работы, посвященной памяти великого татарского певца. Дорогие друзья, вдова, родные и близкие, сегодня все мы вспоминаем нашего дорогого, уважаемого нами Рената Исламовича, которого мы знаем очень хорошо, который любил приходить в нашу Московскую соборную мечеть, который любил общаться с нашим уважаемым муфтием шейхом Равиль Хазратом Гайнуддином, и который не только, сохраняя наши традиции, национальные обычаи, смог также
и очень близко приблизиться к исламу. И вот сегодня, я вспоминал те встречи, которые они проводили с Равиль Хазратом, говорили о многом, о духовном, о жизни, безусловно, но и, конечно же, о важности сохранения духовных наших религиозных ценностей. И он на своем личном примере показывал всем, молодежи, своим поклонникам, своим родным и близким, что он чтит все наши религиозные традиции. И в 2009 году, как то, что Светлана Ханум мне подсказала, он совершил хадж. А хадж — это на самом деле очень большое осмысление в жизни, когда человек находится в этих святых местах и потом трижды совершал малое паломничество, умру. И этот год, как вы знаете, мы отмечаем важную дату, 1100-летие принятия ислама народом Волжской Булгарии, и нам посчастливилось вместе с ним в январе, феврале этого года вместе в городе Щелково провести очень важные торжества. Он там прекрасно, как всегда, выступал, делился своим творчеством, и, конечно, он всегда отзывался на все наши мероприятия. Он всегда с большим удовольствием приезжал и в шатер Рамадана, и на наши крупные международные мероприятия, такие как вот сегодня проходит в Московской соборной мечети 20-й Московский международный конкурс чтцов Корана, где сегодня 25 лучших голосов чтцов со всего мира, арабо-исламского мира приехали к нам. И он любил посещать такие мероприятия, насколько я помню, всегда приходил, участвовал в культурно-просветительской программе на наших мероприятиях. Конечно, нам его сегодня не хватает. Но, как было уже правильно отмечено, человек живет, пока живет о нем память. Изге дуаларда было хурматлы карашерим безден Ринат абынан, Аллах Таля рухан шат элесен, ахиратта урыны дженнетте болсын. Зор рахмет, ихтибарызга. Добрый вечер, уважаемые друзья. Разрешите от лица правительства Москвы, Департамента национальной политики города Москвы поприветствовать сегодняшнем мероприятии всех вас и огласить приветственный адрес заместителя мэра Москвы правительства Москвы Александра Николаевича Горбенко. Дорогие друзья, приветствую вас на вечере памяти, посвященном 75-летию народного артиста РСФСР Рината Исламовича Ибрагимова. Москвичи разных поколений хорошо знают и любят творчество этого талантливого и яркого исполнителя, дорожат его памятью. Ринат Ибрагимов был исполнителем многих популярных песен, в том числе известная песня о городе Москве с названием «Лучший город Земли», с которой он выступал на многих масштабных мероприятиях. Творчество Рината Ибрагимова и его участие в жизни национальной общественности столицы всегда являлись значимыми, оказывали позитивное влияние на популяризацию всей российской культуры, воспитание патриотизма в молодежи. Память о Ринате Исламовиче остается в наших сердцах. Желаю всем участникам и гостям сегодняшнего вечера памяти крепкого здоровья, мира и благополучия. Всем хорошего вечера. Спасибо. Сегодня в этом зале собрались те, кто был по-настоящему близок с Ринатом Исламовичем, те, кто хорошо его знали, кто с ним дружил, те, кто с ним работал, творили, смеялись и искренне любили. Со сцены Татарского культурного центра сегодня прозвучат песни из репертуара Рината Исламовича, а также воспоминания друзей и коллег. В 1975 году Ринат Исламович победил в конкурсе «Красная гвоздика» и на долгие годы стал звездой советской эстрады первой величины. Наш вечер памяти открывает та самая песня, которая стала визитной карточкой нашего артиста. Песня «Наш город» в исполнении близкого друга, заслуженного артиста России и Республики Татарстан Владимира Кудашева. Осенней зимы лето, и мы с тобой благодарим за это, исход которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Она пришла, когда нам было трудно, и зазвенело соловьями утро. Она навек нам подарила чудо, такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и снеговатый дождик проливной, и на свете все
Позвольте два слова сказать про Рената. Я родился в Казани, вырос в Казани. В Казани существует театр оперы и балета имени Муса Джалиля. Но когда рассказывают про театр имени Муса Джалиля, все говорят, это оперный театр, в котором пел Ринат Ибрагимов. Я фанат Рината Ибрагимова. Вот, я хочу сказать, что это король тембра. Я такого тембра никогда ни у кого не слышал. Потрясающий. Это наша гордость, это наше достояние, Ринат. И говорят, человек живет столько, сколько о нем помнят люди. Ринат будет жить вечно. Большое спасибо, Владимир Кудашев. Барыбызда белгәнчә, Ринат Исламулла Казан консерваториясын тәмамлаган һәм классик белемгә ия булган кеше. Әле студент елларында ук аның тавышына укытучылары да, сабакташлары да сыклана торган булганнар. Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында князь Игорь, Кармен, Фауст, Евгений Онегин һәм Пиковая дама оперларында төп партияларны башкарган. Шулай ук аның репертуарында Фуникули, Фуникуля исемле неаполитан җыры кергән. Әлеге җырны бүген сезгә Зур театрының солисты Марат Гали башкарачак. Рояль артында пианист, композитор Миләүшә Хәйруллина. Каршы алыгыз. Oh,
я хотел бы поделиться своими воспоминаниями. Как сказал Владимир Кудашев, такого тембра еще поискать нужно, потому что такого тембра практически не было. Богатства, насыщенности, чувственности и уникальности тембра не было на российской эстраде. Может быть, единицы, конечно. И возвращаясь к своим воспоминаниям годовалой давности, я хотел сказать, что мне страшно повезло, что ровно год назад, в ноябре, вместе с Ринатом Исламовичем и с делегацией полпредства Татарстана мы были в Сирии с гуманитарной поездкой и давали концерты в Тартусе и в Мимиме на 2 базах. И мне повезло вот эти вот неполных 2 дня близко пообщаться с Ринатом Исламовичем. И он щедро, от всей души делился секретами мастерства, потому что не везде всегда бывает хорошая аппаратура. Он говорил, ты знаешь, где-то помягче в микрофон петь, где-то подальше отойти, где-то поближе. И я говорю, ну как вот у вас тембр, ну он не изменился, он звучит просто народ. Знаете, вот как ребята военные, они просто завороженно следили, смотрели, и все вот моментально реагировали. То есть умение создать вот эту теплую атмосферу концертную, сразу почувствовать энергетику зала, это дается просто свыше, наверное. Поэтому, и, конечно, очень наиболее ценное, может быть, для меня то, что вот, мы ночевали вот в гостинице в одной комнате, там 5 кроватей, наши ребята, артисты, и даже фотографии есть. И он предложил мне, он был очень глубоко верующим человеком, и он ночной и утренний намаз предложил мне совершить. И вот представьте, вот это небо Сирии, пальмы, военная часть, вот балкон такой, это просто какая-то сказка. И я почувствовал такую невероятнейшую духовную силу и энергетику, которая от него исходила. Знаете, она зашкаливала. И вот это мне на всю жизнь впечатление, и на всю жизнь я понимаю, как человек жил музыкой, все время в творчестве, все время, хотя столько всяких, жизненных и организационных проблем было, да, но вот это вот он пронес до конца, и он делился на своем телефоне, показывал свои новые эксперименты, то есть в стиле неоклассика, когда, предположим, Аль-Фатиху он добавлял в развернутое музыкальное произведение, то есть и он с таким чувством пел эту молитву, и другие молитвы пел, и понимаете, это невероятно что-то. Я думаю, что, конечно, эти записи нужно издать, и обязательно это должны услышать поколения следующие, и мы должны это услышать. Поэтому я просто безмерно благодарен Ринату Исламовичу, и его память, и его творчество будет в веках. Спасибо. Ринат Исламович первым из уроженцев Татарстана обрел всесоюзную известность, всесоюзную популярность, но он никогда не забывал про родной Татарстан, про родную татарскую землю. Его называли татарским соловьем и русским Паваротти. Он был интернациональным артистом, он пел на 5 языках. Своим примером и творчеством он вдохновлял и прославлял татарский народ. В связи с этим он был единственным артистом, который, миновав звание заслуженного, получил звание народного артиста РСФСР. А все потому, что в любое дело он вкладывал одно из самых важных чувств – любовь. Любовь, которую ему дарили семья и близкие люди. Уважаемые дамы и господа, на сцене российский и советский поп-певец, композитор Александр Аймазов. Как много лет во мне любовь,
проснулась и глаза свои открыла. Теперь мою не я любовь поет, и эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Большое спасибо. Мы сегодня говорили про наших уважаемых гостей, и среди наших гостей сегодня здесь также присутствует Геннадий Львович Сорокаумов, и у него есть прекрасное стихотворение. Дорогая Светочка, дорогие друзья, позвольте мне прежде всего выполнить очень ответственное поручение и передать близким Рената и всем присутствующим сегодня в этом прекрасном зале поклон от Сергея Вадимовича Степашина, председателя Императорского православно-палестинского общества. Спасибо. Ну вот я прочитаю небольшое стихотворение, которое Ренату нравилось. Ренат и в детстве дивно пел, по-русски пел и по-татарски, прекрасным голосом успел Россию всю воспеть по-братски. Ему подвластен весь вокал, романсы, опера, эстрада, а он историю познал Москвы, Казани, Сталинграда. В душе артиста до конца молитва старого солдата, отвага воина отца, и голос, и любовь Рената. Но песни — это Божий дар, как будто звуки теплоходов, и в них про жизнь родных булгар, и дружба, и любовь народов. Спасибо. В жизни Рената Исламовича особое место имела Италия. И вошла она в его жизнь совершенно нестандартным образом. Она сопровождала его на протяжении всего его творческого пути. В середине 70-х первый секретарь татарского обкома КПСС Фикрет Табиев предложил Ренату Исламовичу пройти стажировку в знаменитом итальянском театре Ла Скала.
Но Ренат Исламович отказался под предлогом того, что он хочет работать, хочет выступать, петь для российского, для советского народа, что он хочет делать это на родине, у себя в театре, а также на эстраде. Но спустя годы все-таки Италия так или иначе попала в его жизнь. Это случилось с уникальным кинопроектом «Итальянский контракт», который снимался на Мосфильме, и где Ренат Ибрагимов выступил продюсером и исполнителем главной роли. И сейчас мы предлагаем взглянуть на небольшой отрывок из этого фильма. Эх, увидеть бы когда-нибудь, какая она Италия. Италия! О, Италия! Это прекрасная страна. Смотри, выходишь ты рано утром на лужок, пасти овечек. О, мамма мия! Фантастика! Эй, парень, не слушай эту деревенщину. Он понятия не имеет, что такое Италия. Италия — это море. Вот когда тебя качает лазурная волна Тиренского залива, и ты плывешь. Не слушай их, парень. Эти ослы не знают, что такое настоящая Италия. Италия. Это когда, допустим, ночью ты идешь брать банк. Режиссер фильма Владимир Чеботарев. И сегодня в нашем зале присутствует его супруга, которая была постановщиком многих сцен фильма, Альфия Мансуровна Чеботарева. И с вашего позволения мы вновь вносим микрофон в зал для того, чтобы поприветствовать нашего очаровательного гостя. Мы тогда жили в Казани и маялись в поисках денег, потому что был написан сценарий для Альберта Асадуллина, рок-мюзикла.
долго маялись, это был конец 80-х, тяжелое время. И тут нас нашел Ринат Ибрагимов, познакомился с нами и сказал: ребята, напишите мне сценарий, деньги я найду. И сказала: ты так твердо и уверенно, что мы в это поверили. Был написан сценарий, деньги нашлись, и вот появилась такая музыкальная комедия, яркая, как обложка глянцевого журнала в те годы, когда, помните, кто помнит, чернухи одни снимались, на экраны выходили. В 91 году этот фильм вышел на широкий экран. Конечно, это была первая главная роль в кино Рината Ибрагимова, и он очень многому учился. И, слава богу, было у кого учиться, такие великие актеры были заняты в этом фильме. Вот это вот была наша первая встреча в Казани, наше знакомство. Мне очень дорого, особенно вот этот сюжет, музыкальные номера для фильма я придумывала, все рекламные тоже, потому что мы с Ринатом искали деньги вместе. Это было тяжелое время. Нам отдавали товар, Ринат его реализовал. Вот эти деньги шли на производство фильма. Снимали и в России, и в Италии, что на тот момент было тоже непросто. И вспоминается последняя встреча, когда мы закрывали нуриевские сезоны в марте этого года. Здесь, вот в этом зале, наверное, это было последнее его выступление. Ринат Исламович принял участие в этом закрытии. Он исполнил здесь несколько музыкальных номеров, покорил нашу итальянскую гостью, которая принимала участие, Лизу Сатилис. И потом в мае, как гром среди ясного неба, вот это известие печальное, просто не верится до сих пор, что его уже нет с нами, потому что на самом взлете, я считаю, человек прекратил свое существование. Но, Ринат, дорогой, ты всегда в моем сердце, в нашем сердце. И спасибо судьбе огромное, что удалось, было огромным счастьем знать тебя, дружить с тобой и работать с тобой. Дорогой наш Ринат. Guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Forme d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto perché peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, ma guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te vorrei morire, perché son solo ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Спасибо. Вы знаете, я очень счастливый человек, ведь в моей жизни был потрясающий наставник, друг. Вся его семья — это мои близкие люди. Я счастлива, что Бог мне сделал такой подарок. Быть другом, быть коллегой Рината Ибрагимова. Светлая память. Большое спасибо. Мария Кармен.
Также в этом зале сегодня с нами присутствуют близкие друзья, а также народные артисты России Сергей и Николай Радченко. Просьба внести микрофон в зал для того, чтобы вновь услышать приятные слова. Нас объединяло самое главное. Это любовь к малой родине, это раз. Любовь к родителям. Два. Порядочность необыкновенная. Три. Это так редко сейчас в Москве среди артистов. И поэтому, пользуясь случаем, давай куда. О, Боже, Боже, правый, какая здесь безбрежность, как мирно дремлют травы, какая в сердце нежность. Шагаю по дорожке, в руке краюха хлеба, роняя на земь крошки, гляжу в седое небо. Шагаю по дорожке, в руке краюха хлеба, роняя на земь крошки, гляжу в седое небо. О, Боже, Боже, правый, тебе ведь путь не ближний. Живу не ради славы, а ради вечной жизни. Мне этот мир награда, святое наваждение. Не важно смерти дата, важнее миг рождения. Мне этот мир награда, святое наваждение. Не важно смерти дата, важнее миг рождения. О, Боже, Боже, правый, какая здесь безбрежно. Светлая память, Ренат. Спасибо. Большое спасибо. Большая эстрада, множество прекрасных песен, которые давно полюбились публикой. Длинный творческий путь как певца, режиссера, продюсера, актера подарили ему таких же ярких друзей и коллег по цеху. Это была эпоха артистов, которые умели вести диалог от сердца к сердцу. Среди них талантливый современник, народный артист России, советник главы администрации президента Кабардино-Балкарской республики в Москве Заур Тутов. Прежде всего хочу еще раз выразить слова искреннего соболезнования близким и родным Рената Исламовича, конечно же, Светлане. Светлана, вам доброго здоровья, держаться и всегда, чтобы у вас хватило и хватало бы вот этого мужества, хотя к женщине слово не подходит, в этом непростом мире, чтобы вы успели поднять ваших милых, прекрасных детишек, чтобы они стали настоящими гражданами нашей огромной национальной страны. Дорогие друзья,
я хочу сказать несколько слов о Ринате Исламовиче. Дело в том, что мы с ним познакомились аж в 1973 году. Аж страшно сказать, сколько лет прошло. И после демобилизации из советской армии, где я служил на острове Сахалин, меня направили на всесоюзный конкурс исполнителей советской песни в городе Минске. Ну, тогда, как вы знаете, через обком комсомола направлялись из каждой республики, из каждого субъекта на подобные конкурсы. И на этом конкурсе мы познакомились, и оба мы попали в число победителей в тройку на всесоюзном конкурсе, и очень серьезный был конкурс. И с тех пор мы с Ринатом всегда сохраняли очень теплые, дружеские взаимоотношения. Вы знаете, артисты, как и все люди, они разные, но я никогда не видел Рината каким-то мрачным, каким-то даже немножко обозленным иногда бывают, да, люди сцены по разным причинам. Всегда он солнечный был человек, всегда улыбающийся, всегда желающий только хорошего окружающим людям. Поэтому мне кажется, если на небесах что-то хорошее есть, он обязательно попадет в рай, и мы его будем всегда помнить, сколько живы. Его многогранный талант, конечно, проявился, я считаю, в полной мере. Каким он был прекрасным певцом и артистом, конечно, объяснять не надо. Миллионы советских людей его знали, знают и будут знать. И его физический уход не означает, что он ушел от нас. Эти многочисленные записи, которые остались, аудио, видео, в каждой записи и живет его частица души, а значит, его душа живет на земле вместе с нами. И сейчас хочу спеть великую песню наших друзей с Ринатом Исламовичем, композитора Александры Бахмутовой, на стихи Николая Николаевича Добронравова. А называется она «Как молоды мы были». Это настолько великая, что ее поют все, у кого есть возможность спеть нормально, хорошо, и у кого нет. Это говорит о чем? О том, что она всенародна, любимая, классика наша отечественная песенная. Итак, как молоды мы были. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзья
детей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Небеса обгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Заур Тутов. Большое спасибо.